Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас на такую тему. Мужчина любит или остыл? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на своего мужчину. Спросите его: мой дорогой, любишь или остыл? И если у вас есть вопросы к мужчине, к его поведению, пожалуйста, задавайте. Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой-то беспокойный мужчина очень сильно. Девочки, его что-то очень беспокоит. Ай, на ком-то вина лежит. ВВ нарисовала, говорит, вина на мне. Он вам что-то не договаривает. Вот смотрите, мужчина стал другой, холодный, злой, отворачивается, поворачивается, как, знаете, как ежик такой, да, у кого-то дикобраз еще колючками кидается в вас. Он, знаете, как напряжение, что ли, делает, разыгрывает, вот, правильное слово, он разыгрывает прям целый спектакль. Он боится вам в чем-то признаться, и чтобы дело не дошло до разговора, он провоцирует либо ругань, либо как обиделся на вас, либо он очень занят, куда-то побежал, прибежал, такой весь в делах. И это все спектакль, все наигранное, а вы это чувствуете. Вы чувствуете какую-то вот эту ложь, только вы понять не можете, что это такое. Вы себя вот как-то, да, на себя думаете: ой, это он меня видеть не хочет, ой, это он моих там прикосновений не хочет, он разлюбил, что-то у него кто-то завелся. Нет, девочки, он перед вами виновный что-то от вас скрывает. И чтобы вы не узнали, да, случайно там его, скажем так, не прочитали, потому что за вами есть такое. Вы можете его читать, вот прям как книжку можете читать. Вот он прячется, в глаза вам не смотрит. Значит, девочки, у мужчины большие проблемы, очень большие. Здесь он куда-то не туда попал, либо не с теми связался. Может быть, даже не с той связался. Может, баба какая его шантажирует, понимаете? Такое даже может быть. Ну, это так, как пример я говорю, как пример. Здесь он очень это плотно скрыл, но вы правду узнаете. Вы узнаете ее, правда, попозже, но узнаете. Вот идет троечка через либо 3 дня, 3 недели, либо 3 месяца даже у кого-то отыграется. Но правда вы все узнаете. Вина на нем, девочки, есть. Чего касается общей отсыпка, я, к сожалению, сказать вам не могу. Не буду я брать такой грех на душу, потому что вы разные ситуации, поэтому лучше дождитесь. Вот все равно у вас через тройку все разрешится, все вы узнаете, вот прям досконально узнаете, со всеми мельчайшими подробностями все узнаете. Здесь просто лучше потерпите, подождите, не форсируйте вы события. Давайте про чувства его расскажу. Чувства у мужчины серьезные к вам, очень серьезные, и от этого вот вина его еще сильнее на него давит, понимаете? Если бы вы ему были безразличны, стал бы он нервничать, стал бы он тут так паниковать и вот так себя вести. Нет, конечно, нет. Так что даже не думайте, чувства есть, любовь есть, и дружба есть, и желание вас защищать, быть с вами рядом. Понимаете, страх такой, дикий страх, что он вас потеряет, что вы вот узнаете про него правду и скажете: фи, какой ты противный, да, иди из моей жизни вон. Вот этого он боится, поэтому так себя и ведет. Значит, девочки, что хочу сказать. То, что он там натворил, накуролесил, вы это переживете. Вы это переживете, там я даже не сомневаюсь. У вас с ним будущее есть, оно здесь показано. Я вам даже больше скажу. Со временем вот эти чувства ваши, они будут набирать обороты. Мужчина будет больше и больше вас ну как, не влюбляться, он и так вас уже любит, он больше будет к вам тянуться, вы как друг друга прорастать будете, да, вот у вас такой прям коннект пойдет друг в друга. То есть вы
какое-то время, ну сейчас вы как муж там и жена, да, либо возлюбленные, вы в будущем как будто бы станете родными, вот прям родные и все. Вот думать будете одинаково. Знаете, как вы подумали, он сказал, либо наоборот, очень такие у вас хорошие отношения. Вот показывают же людей, может быть, вы таких знаете, когда там такой дедулечка с бабулечкой друг друга без слов понимают. Вот это где-то про вас, про ваше будущее с этим человеком. Но и предупредить я хочу. Здесь будут разные ситуации, и люди, вот мне не нравится, что люди пытаются вас разлучить. Вот не нравится и все. Здесь на протяжении вот всей вашей жизни будут появляться те, кто будет по разным причинам пытаться вас, ну как, разлучить, да? Вмешаться в ваши отношения, какой-то диссонанс внести в ваши отношения. Такие уже, возможно, даже попадались. И в будущем тоже будут приходить, попадаться. Знаете, мои хорошие, вот чтобы этого не было, чтобы друг друга не потерять, вы научитесь друг другом говорить. Говорить и доверять. Чтобы он не боялся вам сказать, признаться, чтобы вы не боялись ему сказать, признаться. Это очень важно. Очень важно. Поэтому научитесь доверять, научитесь разговаривать. И, девчоночки, первый пример показывайте, чтобы он за вами подтянулся. Ну, мужчина немножечко такой тугенький, да, ему нужно все примером показывать, как малому ребенку объяснять. Я думаю, вы уже про своего мужчину это знаете. Значит, девочки, тут он планы на вас показал. Он вас хотел бы чем-то очень сильно порадовать, что-то для вас купить, приобрести. Я не знаю, ну тут прям ценность, вы для него ценность. И ему очень важно вам это показывать и говорить. Но поскольку вот вина, он пока прячется. Как вы узнаете? Вы узнаете не от него, не, он будет молчать, он не признается. Вы узнаете от каких-то других людей. Но вот прям все расскажет про него, а он уже не отнекается. Вот тогда и придется ему признаться. И он на вас будет смотреть, как маленький ребенок. Вам его жалко станет, девочки. Не станете вы его ругать, скажете: ах ты, дурашка моя, да. Ну, если бы же ты сразу не рассказал, ну, стала бы я тебя ругать. Я тебя люблю. Ну что за секреты между нами? Вы его, кстати, очень этим удивите. Так, девочки, еще хочу вам вещь такую сказать. Он вас еще очень ревнует кому-то. Вот есть в вашем окружении 2 человека. 2. Не могу сказать, кто, но именно к 2 этим людям он безумно ревнует. Его аж там, знаете, как подкидывает, когда он видит вас с этими людьми, либо видит, что вы там общаетесь, либо вы собираетесь встречаться с этими людьми. Прям сам не свой становится. Прям, вот знаете, прям до костяшек кулаки сжимают. Вот как он вас ревнует к ним. С этим, конечно, нужно бороться. Ревность очень плохое чувство. До добра оно не доводит, а людей, извините, с ума сводит. У вас он и так мужчинка слабенький. Вот ему это как раз очень даже и противопоказано. Девочки, я думаю, знаете, кому ревнует. Постарайтесь поговорить, объяснить. Ну и, конечно же, не провоцировать. Ну, по крайней мере, вот сейчас в этом моменте. Так, по поводу остыл. Но он к вам не остынет, нет, не остынет. Если интима между вами сейчас нет, ну вы, например, пара, живете вместе, муж с женой, и интима у вас нет, извините, у него на нервной почве пися не работает. Так иногда у мужчин бывает, поэтому даже и не думайте. Если вы подозреваете, что он там где-то с кем-то удовлетворяет свои, извините, инстинкты, этого я не вижу. Песок этого не показал. Нет, просто не работает. Да? Вот стрессанул и не работает. Не думайте дурное. Здесь такого я не вижу. Так, ну и, пожалуй, все. Девочки, он вас любит. Не думайте ни о чем. Все вы про него узнаете. Не форсируйте события, не давите на него и не ругайтесь с ним, не ругайтесь. Дайте ему время прийти в себя. Вот хотя бы немножечко взять себя в руки и успокоиться. Вы все узнаете, вы с ним поговорите, все станет на свои места. И дальше пойдете вон по общей дороге жизни. Все будет, и все будет хорошо. Никому не позволяйте разрушать ваши отношения. Доверяйте друг другу, разговаривайте как можно чаще. Обсуждайте все. И не спорьте, а именно как договаривайтесь. Да, вот это очень важно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.